Дорогие товарищи, сегодня мы начинаем 5-е занятие школы молодого коммуниста. Будем завершать, надеюсь, сегодня завершим изучение устава КПРФ. У нас до этого прошло 4 занятия, мы с вами рассмотрели самые общие сначала разделы, общие цели, задачи, принципы деятельности КПРФ, права и обязанности партии. Затем мы рассмотрели членство в партии, права и обязанности членов КПРФ. И затем по восходящей идут структурные части КПРФ. То есть начиная с... еще 3-й раздел структура, руководящие и контрольные органы КПРФ. Тоже общая такая оценка рассмотрели, да? Затем рассматривали первичные отделения КПРФ. Это основа партии. Затем местные отделения КПРФ. Это горком, райкомы. О них тоже говорили. И, наконец, на 4-м занятии мы с вами рассмотрели региональное отделение КПРФ. Это уже у нас в стране 88 регионов, 88-89. И во всех имеется региональное отделение. Где республики, там еще добавляется региональное республиканское отделение КПРФ. Как у нас в Якутии. Мы заметили, вы заметили, что начиная с обязанностей и прав членов КПРФ, они в какой-то мере повторяются на уровне первички, местных отделений и региональных. Только идет расширение, структурные подразделения КПРФ, они начиная от первичного отделения, у них задачи и цели, в общем-то, повторяются в значительной мере, да? Только расширяются их права, обязанности и, соподчиненность растет. То есть первичное отделение подчиняется местным отделениям, местное отделение подчиняется региональным отделениям. И сегодня будем рассматривать 7-й раздел съезд КПРФ. Съезд КПРФ как высший руководящий орган. Буквально это 7-й раздел, 7.1 пункт. Там прямо так и говорится. Высшим руководящим органом Коммунистической партии Российской Федерации является съезд КПРФ. Очередные съезды созываются Центральным комитетом не реже 1 раза в 4 года. Решение о созыве очередного съезда, утверждение проекта повестки дня съезда и установление нормы представительства объявляется не позднее, чем за 3 месяца до начала съезда. Внеочередной или чрезвычайный съезд КПРФ может быть созван Центральным комитетом партии по собственной инициативе, то есть ЦК может созвать, по предложению Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, либо по требованию комитетов региональных отделений КПРФ, объединяющих не менее 1/3 от общего числа членов КПРФ. Такую же норму мы видели на более низших уровнях, да? То есть то же самое, на региональном, на местном отделении. Это примерно такая норма существует. Далее. В случае несозыва Центральным комитетом партии внеочередного чрезвычайного съезда КПРФ, когда такой созыв является обязательным, или невозможности функционирования Центрального комитета КПРФ, региональные отделения могут образовать организационный комитет, пользующийся правами ЦК КПРФ по созыву внеочередного чрезвычайного съезда. Это мы даже на уровне региональных отделений тоже такое предусматривалось. Если вдруг республиканский, региональный комитет не может сам провести, внеочередной съезд, или не хочет, или не может, то тогда коммунисты создают организационный комитет, и он созывает этот съезд. 7.2 пункт. Съезд КПРФ вправе рассматривать и принять решение по любому вопросу деятельности партии. Это же высший орган, поэтому он любой вопрос может рассмотреть. К исключительным полномочиям съезда КПРФ относится решение следующих вопросов. То есть только съезд их может решить. Во-первых, это принятие или утверждение программы КПРФ, а также внесение в нее изменений и дополнений. Далее, принятие, утверждение устава КПРФ, а также внесение в него изменений и дополнений. Только съезд может, никакие другие органы не могут. Далее, определение стратегии и тактики КПРФ во всех областях ее деятельности. Это тоже, специально у нас выходят
предвыборные программы и так далее, да, вот, в которых, да, далее тут как раз идет следующий пункт. Утверждение предвыборной программы или платформы КПРФ. Тоже есть, ну, общие сначала, да, вот они принимают общие предвыборные программы, а региональные, местные отделения, они там корректируют, исходя из своих возможностей. Да? Далее, съезд выдвигает, выдвижение, за ним может быть, да, может такой вопрос решить, как выдвижение кандидата на должность президента, только съезд может. Кандидатов или списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и на иные выборные должности в федеральных органах государственной власти и органах власти межгосударственного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Но я вам тоже тут говорил, вот, по-моему, даже это на региональном уровне, ну, в основном съезд. Вот смотрите, все федеральные выборы идут только через съезд. То есть кандидатов выдвижение, да, вот, участие. И даже вот есть такие выборные должности межгосударственного сотрудничества, да, вот, ну, на уровне СНГ, скажем, и так далее. Тут тоже съезд там решает. Далее, значит, съезд избирает сроком на 4 года членов Центрального комитета и может досрочно прекратить их полномочия. Съезд избирает на 4 года членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии и тоже может досрочно прекратить их полномочия. Съезд заслушивает и утверждает отчет и доклад Центрального комитета, отчеты и доклады Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии и оценивает их работу. Ну, помните, удовлетворительно, неудовлетворительно, обычно 2 оценки на всех уровнях. Так. Съезд утверждает регламент Центрального комитета КПРФ. Ну, в Центральном комитете есть секретари, есть там, ну, разные подразделения, да. Вот этот весь регламент утверждает съезд. Определяет порядок работы или регламент съезда. Ну, понятное дело, да. Решает вопросы о реорганизации или ликвидации КПРФ. Только съезд может вопрос поставить. Так? Вот. Значит, и, наконец, съезд назначает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс партии. Так, 7.3. Съезд считается полномочным, если на его заседании зарегистрировалось и присутствует более половины делегатов, избранных от региональных отделений. Ну, вот эта норма, вы помните, чуть не на всех уровнях есть. То есть больше половины присутствует на съезде, на конференции. Это уже достаточно считается, да, правомочно. Принятие устава и программы КПРФ, внесение в них изменений и дополнений, избрание руководящих и контрольно-ревизионных органов, выдвижение кандидатов, списков кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления, рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвидации партии осуществляется на съезде, в работе которого принимают участие делегаты от региональных отделений, образованных не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. Вот тут немножко это как бы корректив внесен, да? Не просто половина, более половины делегатов должно быть на съезде. Там может быть москвичи, большей частью, да? Нет. Вот когда принимается устав, программа, ну или изменения какие-то, то должно быть более 50% от региональных отделений, вот, не менее чем от 50 субъектов. Ну, допустим, у нас почти 90 субъектов, 45 субъектов должны принять участие в рассмотрении вот этих вопросов. А не только там, скажем, москвичи, ленинградцы или еще кто-то, да? Теперь, решение съезда по вопросам принятия, утверждения программы КПРФ, устава партии, внесения в них изменений и дополнений, а также реорганизации или ликвидации КПРФ, принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на съезде, при наличии кворума. Тоже вот я об этом говорил, да? Ну да, во-первых, больше половины делегатов должно быть на съезде, ну больше половины. Но из этого вот, из наличия вот этих делегатов, 2/3 должны проголосовать, чтобы изменить программу, там, или принять программу, устав, вот, и вот эти главные документы. И вопрос, если стоит о реорганизации или ликвидации КПРФ.
Это называется квалифицированное большинство, 2/3 голосов должны быть. Решение съезда по иным вопросам принимается простым большинством голосов делегатов, присутствующих на съезде, при наличии кворума. Ну, почему, помните, я вам говорил, почему всегда подчеркивается, при наличии кворума? Потому что заседаний-то много, вот товарищ Неустроев, допустим, делегат, да, от нашей республики, он не пришел, еще кто-то не пришел, и кворума нет на очередном заседании. Хотя приехало больше половины на съезд, но на очередное заседание пришло меньше половины. И все, значит, тогда вопросы решаться не... Да вообще заседание не проводится обычно, если кворума нет. Так, дальше. Решение об избрании членов ЦК и ЦКРК, а также о выдвижении кандидатов на должность президента, кандидатов, значит, в депутаты Госдумы и на иные выборные должности федеральных органов государственной власти и органов власти межгосударственного сотрудничества принимается тайным голосованием. Но это я вам тоже говорил. Это на всех уровнях, включая местное отделение. Вот даже мы горком будем проводить конференцию, у нас все равно тайное голосование. Когда мы выбираем горком, риском выбирается и так далее, это все тайным голосованием КРК. Так, 7.4. Решение съезда принимается в форме постановления и резолюции. Так, 7.5. Пункт. В период между съездами Центральный комитет КПРФ с целью обсуждения назревших вопросов политики и практической деятельности партии, а также заслушивания отчетов фракций КПРФ в Государственной Думе, может созвать Всероссийскую конференцию. Ну, конференция, это, кстати, региональная может тоже быть. Хотя нет, ну, в основном это для федерального уровня. Тут, ну, конференция это не съезд же, да? Это как бы вот чрезвычайное такое собрание тоже, да? Когда надо срочно какой-то назревший вопрос решить. Ну, на конференцию обычно там свой порядок. Порядок созыва и работы конференции определяется Центральным комитетом КПРФ. Он там может, ну там состав, да, состав почти тот же, ну просто собирается довольно быстро и решает текущие вопросы. Вот конференция решает текущие, а съезд решает стратегические, долгосрочные задачи. Так, теперь все, это вот о съезде, то, что съезд может, да, и какие у него особые полномочия. Теперь следующий раздел, 8. Центральные органы КПРФ. 8.1. Постоянно действующим руководящим органом партии является Центральный комитет, член которого избирается тайным голосованием на съезде. Да? Центральный комитет решает любые вопросы деятельности партии, не отнесенные настоящим уставом к исключительной компетенции съезда КПРФ, не урегулированные решениями съезда КПРФ. Ну, то, что решает только съезд, это ЦК не может решить, да? ЦК все остальные вопросы решает, а вот есть вопросы, которые решает только съезд. Ну, программа партии, устав, там, помните, о ликвидации или реорганизации партии и так далее. Вот. И даже выборы кандидатов, это тоже съезд только решает. Так, но Центральный комитет может, 8.3, да? Что он может? Разрабатывает документы по важнейшим вопросам социально-экономической и политической жизни на основе программы партии и решений съездов КПРФ. Организует выполнение решений съезда КПРФ. Ну, Центральный комитет как бы это исполнительный орган, да? А съезд это законодательный орган. Да? Дает официальное толкование устава КПРФ. Дальше Центральный комитет разрабатывает предложения по вопросам внутренней и внешней политики партии. Определяет тактику партии на текущий период, разрабатывает проекты предвыборной программы, платформу партии. Вот предвыборную программу разрабатывает ЦК, а программу партии в целом только съезд. Так, далее ЦК координирует деятельность фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Госдуме, а также депутатских фракций в законодательных собраниях, законодательных или представительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Ну, он должен координировать. Вот, ну, у нас мы в определенной мере это делаем, да, я вот депутат Илтумена, приходят, значит, предложения из Госдумы, в том числе предложения наших депутатов, и мы их рассматриваем, да, ну и вот идет некая стыковка, ну или мы, по крайней мере, эти предложения пытаемся дальше
проводить тут у нас, да, ну, выступаем, что надо их принять. Дальше. Взаимодействует с общественными объединениями в стране, ЦК. Представляет КПРФ в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Вот ЦК все делает. Да? Он же исполнительный орган. То есть вот с президентом, с правительством общается ЦК там и с другими органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями. Да? Представляет КПРФ в отношениях с зарубежными партиями и организациями. Вот когда у нас было 100 лет Октябрьской революции там, и так далее, и другие столетние юбилеи, да? Вот, приезжали до 135 или даже более делегаций из-за рубежа. А вот их приглашает, ими занимается Центральный комитет. Не съезд, а Центральный комитет. Так, теперь ЦК созывает очередные и внеочередные съезды, определяет их предварительную повестку дня, дату и место проведения, а также норму представительства на съезд от каждого регионального отделения. Избирает из своего состава на срок полномочий ЦК председателя Центрального комитета, первого заместителя и заместителя или заместителей председателя. Ну, у Зюганова, допустим, у него есть первый заместитель у него Мельников, по-моему, так сейчас, а заместителями является человек 5. Понял. Да, вот. Значит, теперь, а также ЦК избирает членов президиума Центрального комитета партии и досрочно прекращает их полномочия. Ну, президиум, я сейчас даже не знаю, сколько входит туда, да? Вот. Центральный комитет около 100 человек где-то. Ну да, потому что в Центральный комитет входят все первые секретари, а у нас 88 регионов. Первые секретари и, ну, и дополнительно там еще могут вот москвичи входить там, и так далее, да, которые, ну, допустим, редактора «Правды», Советской России, ну, Советской России не знаю, «Правда», еще кто-то и так далее. То есть до 100 человек. А вот президиум, ну, у нас член ЦК является Губарев, а кандидат член ЦК Куличкин. Вот они вот. А когда-то вот Артур Алексеев, недавно ушедший, да, вот он избирался членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии. ЦК, да? ЦК, да. Вот. Теперь ЦК избирает из своего состава секретариат Центрального комитета КПРФ. Ну, секретарей их даже больше, чем заместителей, по-моему, 7 или 8. Секретари это, да, потому что они занимаются каждый своим направлением работы, секретарь. И они проводят свои заседания и так далее. Теперь ЦК осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени КПРФ. Вот все эти вот, значит, денежные вопросы и так далее, да, все это решает ЦК. Учреждает центральные партийные средства массовой информации и утверждает их главных редакторов. Но у нас есть «Правда». Ну, Советская Россия, она все-таки не считается партийной газетой, да, она такая более свободная, да. Но у нас есть еще там, допустим, «Красная линия» или что-то вот это, ну, как говорится, в интернете тоже там. Вот. А, есть, кстати, ну да, вот свой канал, телеканал, ну, «Красная линия», или как называется, вот «Красная линия», по-моему, да. Дальше. ЦК выносит предупреждение или отстраняет от руководящих полномочий первого секретаря комитета местного или регионального отделения. Вот ЦК может отстранить. Так. В случае отстранения досрочного прекращения полномочий первого секретаря комитета регионального отделения партии назначает исполняющего его обязанности из членов секретарей или членов комитета регионального отделения, да? Ну, на время, когда его. Затем ЦК может распустить бюро комитета местного или регионального отделения в случаях и порядке, предусмотренных уставом партии. Ну, когда бюро нарушает, ну, во-первых, устав нарушает, во-вторых, не выполняет решения вышестоящих. Это тоже, это как в армии. Вот товарищ Неустроев служил, он знает. Если приказ не выполнен, ты получишь по полной. В армии там нельзя, да, там сразу за это наказывают. Там приказ командира, закон для подчиненного. Это вот везде висит в армии. Так, теперь
принимает решение, распускает даже комитет местного или регионального отделения в случае и порядке, предусмотренных уставом партии. Видите, вот, допустим, наш реском, у нас 65 человек. И ЦК может распустить его, сказать, давайте новые выборы делайте. Ваш реском неправильно принимает решение. Там, в разрез ЦК идет или еще что-то. Ну, допустим, я, конечно, мы этого не делаем никогда. Так, теперь, принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации первичных, местных и региональных отделений КПРФ. Слушайте, вот эта вот норма, да, интересно. ЦК только принимает решение, ну, особенно о ликвидации первичек. Вот мы не можем принять. Нет, новые мы создаем, ну, хотя и ЦК может создать, да? Вот. А вот ликвидировать, по идее, мы их не имеем права, первички. Ну, по уставу так. Теперь, ЦК принимает решение, ну, тем более, эти горком, райиском, конечно, это ЦК под контролем держит. ЦК принимает решение о назначении ликвидационной комиссии об утверждении ликвидационного баланса местных и региональных отделений КПРФ. Ну, это в случае, если вдруг какое-то местное отделение перестало работать, ну, допустим, у нас в каком-то районе вообще коммунисты все повыехали, умерли или еще что, да, и тогда вот проводят вот эту вот ликвидационную комиссию. Ну, хотя мы в любом случае должны искать новых коммунистов там. Дальше. ЦК отзывает по представлению президиума, выдвинутых съездом партии, кандидата на должность президента. Представляете, вот, кандидатов и даже зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы и на иные выборные должности в федеральных органах государственной власти и органов власти межгосударственного сотрудничества. Ну, имеется в виду, что вот Харитонова могли как выдвинуть, так и задвинуть. Ну, его, конечно, никто не задвинул, он отработал, молодец, Николай Михайлович. Теперь, ЦК утверждает положение о партийных взысканиях. Так? Утверждает регламент работы президиума и секретариата ЦК. Формирует Центральный консультативный совет при ЦК КПРФ. Вот такой еще орган есть, Центральный консультативный совет. Ну, видимо, туда входят, если это консультативный, туда могут войти в этот совет не только члены партии, но и беспартийные, но сторонники, ученые какие-то, вот и так далее, да, их привлекает Конституционный совет. Я так понимаю. Далее, формирует постоянные комиссии ЦК, утверждает их состав и избирает председателей постоянных комиссий. Ну, это на уровне ЦК есть комиссии, на уровне региональном, на уровне местном есть, по идее, должны быть комиссии, ну, которые работают по разным направлениям работы. Так, вот. Теперь, заслушивает отчеты президиума и секретариата ЦК, а также отчеты представителей региональных отделений. ЦК делает. Ну, ЦК как заслушивает? Они же, ЦК собирает пленум. И вот на пленуме отчитывается и Зюганов отчитывается, вот, за президиум, там, секретариат отчитывается, да? Отчитываются представители региональных отделений. Вот на пленуме ЦК нашего Губарева могут попросить: отчитайтесь, Виктор Николаевич, за прошедшую работу. Там. Далее. ЦК принимает решение о передаче полномочий по утверждению и внесению изменений в положение регламента, отнесенной компетенции ЦК к партии или президиуму ЦК. О передаче, так. Угу. Ну вот ЦК может даже передать полномочия кому-то по изменению положения регламента. Ну это вот какие-то частные случаи, да. Теперь. В случаях, установленных действующим законодательством, принимает решение о внесении президенту Российской Федерации предложения о кандидатах на должность высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти в соответствии с федеральным законом о политических партиях. То есть ЦК может вынести предложение о кандидатуре на должность главы правительства. Президенту вносит. Так? Ну, правда, я не знаю, вот вносили или нет нашего. Вот. И, соответственно, есть в федеральном законе о политических партиях есть такое право.
Далее, наконец, ЦК решает иные вопросы, предусмотренные уставом партии, а также другие вопросы по поручению съезда КПРФ. То есть у ЦК полномочия довольно большие. Дальше, 8.4. Пленумы ЦК КПРФ созывается президиум ЦК по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 месяца. Итого, сколько пленумов ЦК может быть в год, если раз в 4 месяца? Каждый год 3 пленума, не меньше. Так? Вот. Внеочередные пленумы ЦК созывается его президиум по собственной инициативе, а также по требованию не менее 1/3 членов ЦК или не менее 1/3 комитетов региональных отделений КПРФ. Центральный комитет считается правомочным, если на заседании ЦК присутствует более половины. Ну, это вот обычная норма, да? Решение ЦК принимается большинством голосов числа членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума, как я вам всегда вот утверждаю, да? Заседание ЦК проходит в форме пленума. Решение принимается в форме постановлений. Форма и порядок голосования определяется регламентом ЦК КПРФ, утверждаемым съездом КПРФ. То есть на пленуме тоже могут быть различные голосования. Ну и там иногда открытым, но чаще тайным голосованием проходит. 8.5 пункт. ЦК партии вправе своим решением кооптировать в свой состав новых членов из числа избранных съездом партии тайным голосованием кандидатов в члены ЦК КПРФ взамен выбывших членов КПРФ. Но эту норму мы тоже смотрели на уровне региональном, местном, то же самое. То есть, значит, вместо выбывших членов горкома, райкома, райскома, ну и ЦК могут быть, значит, доизбраны кандидаты в ЦК, члены ЦК. Вот, допустим, наш Вячеслав Семенович Куличкин, там выбыл какой-то член ЦК, и пленум решил, вот Куличкина надо из кандидатов перевести в член ЦК. Все, и он будет членом ЦК. Так, 8.6. Полномочия ЦК КПРФ сохраняются до избрания съездом нового состава ЦК КПРФ. Ну, понятно, 4 года. 8.7. Для решения политических организационных вопросов, а также для руководства деятельностью партии в период между пленумами, Центральный комитет на срок своих полномочий избирает президиум ЦК КПРФ. В состав президиума ЦК входят председатель ЦК, первый заместитель или заместители, да, и заместитель или заместители председателя ЦК, а также члены президиума. То есть вот, ну, ЦК же только такие крупные вопросы решает на пленуме, а между пленумами, а их всего 3 года, 3 раза в год, да, работает президиум. Вот состав президиума надо нам уточнить, значит, да, сколько человек входит. Ну, там, значит, конечно, в состав президиума входит не менее, я так думаю, 15-20 человек где-то. Вот так. Президиум ЦК КПРФ организует выполнение решений съезда партии ЦК КПРФ. В период между пленумами ЦК принимает решения по вопросам внутренней и внешней политики партии, принимает заявления и обращения от имени ЦК, информирует ЦК по вопросам внутренней и внешней политики партии, созывает очередные и внеочередные пленумы ЦК и вносит предложения по их повестке дня, объявляет тему и сроки проведения всероссийских партийных собраний. А, вот еще, видите, еще такая форма есть. Всероссийское партийное собрание. Есть съезд, конференции, потом собрание. Вот. Президиум утверждает решение комитета регионального отделения об избрании первого секретаря комитета регионального отделения. Ну, у нас, когда вот отчетно-выборные проходят конференции, да, утверждает президиум. Так, выносит предупреждение или отстраняет от руководящей полномочий первого секретаря комитета местного или регионального отделения. Это президиум может. В случае отстранения или досрочного прекращения полномочий первого секретаря регионального отделения, да, партии назначает исполняющего обязанности из числа секретарей или членов комитета регионального отделения партии. Значит, президиум может распустить бюро регионального отделения, бюро комитета или комитет местного отделения в случаях и порядке, установленных
предусмотренных уставом партии. Президиум принимает в случае необходимости решение о созыве конференции либо заседания комитета местного или регионального отделения КПРФ. Ну, если какая-то чрезвычайная ситуация возникла, да, в том или ином регионе, вот президиум может назначить конференцию или заседание комитета, пленум рескома там или горкома. Так, президиум определяет компетенцию и распределяет обязанности между председателем ЦК, его первым заместителем или заместителями и заместителями, так, а также членами президиума и секретариата ЦК КПРФ. Ну, они вот, конечно, я говорю, президиум, он все занимаются определенной работой, все какую-то нагрузку несут обязательно. Так, президиум утверждает перспективные планы работы ЦК, утверждает структуру и штатное расписание аппарата ЦК, организует его деятельность. Ну, аппарат ЦК тоже не маленький, я так думаю, может человек до 100 доходить, ну может меньше, не знаю. И вот у нас тоже, наш аппарат, ну, примерно 10, 12 где-то человек, 10, так, в рискоме. Ну, ЦК, конечно, больше там. Теперь, организует работу по рассмотрению обращений и писем граждан. Так? Угу. Наши коммунисты тоже некоторые пишут, и сторонники в ЦК, Зюганову пишут и так далее. В пределах установленных ЦК партии СМЕТ, в пределах установленных ЦК СМЕТ распоряжается денежными средствами партии, а также ее имуществом. Это президиум. Так? Вот. Размещает в средствах массовой информации сведения, предоставленные в уполномоченный федеральный орган, предоставляемые в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти КПРФ. Это вот всякие налоговые и другие службы, да, и потом вот эту информацию даем в СМИ, что мы там отчитались, все такое. Учреждает издательство, президиум ЦК, информационное агентство, полиграфические предприятия, образовательные учреждения дополнительного образования взрослых и другие юридические лица. Вот. Заслушивает ЦК. Это, вот эта норма, между прочим, да, она даже на уровне региональном мы тоже зачитывали. Ну, там не все регионы, конечно, могут там издательство, информационное агентство иметь и так далее. Но крупные есть регионы, да. Ну, тут та же Москва, Питер, они являются, они на уровне регионов, регионального отделения. Вот они могут учреждать, у них там средств хватает, ну и возможностей. Так, дальше. Президиум заслушивает отчеты секретариата ЦК. Формирует комиссии президиума ЦК по направлениям деятельности президиума, предусмотренным уставом. Ну, я вот говорил. Так, извещает Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата от КПРФ на должность президента, кандидатов в депутаты Госдумы, так, и на иные выборные должности, федеральные органы государственной власти и органы власти межгосударственного сотрудничества. Ну, президиум представляет к назначению от имени ЦК, от имени КПРФ члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса. Вот мы на уровне рескома избираем членов ЦИК нашей республики. Ну, у нас там 2 человека, по-моему, так? Вот так же в ЦИК отправляет, там тоже наш человек сидит. Центральной избирательной комиссии России. 1, а может несколько. Причем решающий голос имеет. Назначает от имени КПРФ члена Центральной избирательной с правом совещательного голоса. Но сейчас не знаю, есть такое или нет. Вы помните, вот в УИКах уже вот этого нет. Назначает от имени КПРФ наблюдателей Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Наблюдатели в ЦИК. Не знаю. Ну ладно. По представлению Бюро комитета регионального отделения принимает решение о выдвижении кандидата на должность высшего должностного лица субъекта. Ну, у нас, помните, значит, Ильдархана, да, мы там Губарева выдвигаем и так далее, да? Вот. Руководителя высшей исполнительной власти, вот это вот. Президиум принимает решение в конечном итоге. Не мы тут, да, мы должны согласовать с ЦК, с президиумом. Выдвигает тайным голосованием кандидатов в депутаты Государственной Думы,
на повторных и дополнительных выборах. Выдвигает тайным голосованием кандидатов в законодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в случае, если там отсутствует региональное отделение, а также кандидатов в депутаты и на иные выборные в органах местного самоуправления, в случае, если там отсутствует региональное и местное отделение партии. Ну, имеется в виду, мы вообще-то выдвигаем в Илтумен список, мы его, ну, риском утверждает бюро, да, там, а если бы не было у нас вот регионального отделения, тогда ЦК бы назначал наших депутатов, ну, кандидатов в депутаты и так далее. И на местном уровне также. Вот если у нас, допустим, нет регионального отделения, допустим, ну, этого не может быть, то даже на местном уровне, в каком-то районе ЦК, президиум ЦК назначал бы этих кандидатов в депутаты. Вот до такого. Но это у нас нет, а у других регионов может такое быть. Да? Теперь президиум вносит предложение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по кандидатуре для замещения вакантного депутатского мандата в Государственной Думе в случаях, предусмотренных законодательством. Ну, допустим, какой-то депутат выбыл на это место, значит, президиум нашу кандидатуру какую-то выдвигает. Ну, там либо по партийному списку, есть партийный список, там же они по порядку стоят. Вот по партийному списку кто-то прошел, ну, допустим, ну, ладно, это самое. И вот он вдруг выбыл по какой-то причине, тогда там в этом партийном списке кто следующий, вот, кто не дошел до депутата. Вот он его представляет как кандидатуру на замещение по партийным спискам, если это. А если это по одномандатным, то там дополнительные выборы проводятся, конечно. Так, согласует кандидатуры президиум, представленные Бюро комитета регионального отделения для последующего предложения избирательной комиссии субъектов по кандидатуре для замещения. Ну то же самое на региональном уровне, да? Если у нас какой-то депутат Илтумена выбыл, то ЦК согласовывает кандидатуры, которые могут быть представлены на его место. Ну, скажем, из нашей, ну, это не хотелось бы, да? Вот, если особенно из нашей фракции, там, то, конечно, все равно согласовываем. Так? И да, но там так, вот у нас, да, в Илтумене, да, и вот я говорю, даже в Госдуме, там обычно, если депутаты, там же в большинстве, нет, не в большинстве, наполовину, товарищ Несторов, наполовину депутаты избираются по партийным спискам, а наполовину одномандатники. Если по партийным спискам выбыл кандидат, то следующий идет по партийному списку. Там выборы не проводятся. А если одномандатник выбыл, то надо проводить дополнительный выбор. Одномандатник. Это вот такой вот момент. Так, далее. Отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов, исключает кандидатов из федерального списка, депутаты Госдумы и так далее. Так. Подтверждает членство в КПРФ. Президиум. Ну, это тоже на всех уровнях подтверждает членство в КПРФ. Если человек потерял билет, там еще что-то, ну, всякие моменты. Дальше. Президиум принимает решение о создании избирательного фонда для финансирования избирательной кампании КПРФ. Ну, мы тоже тут создаем фонд, вы знаете, на региональном уровне, да. Вот. И тем более на российском уровне. Дальше. Президиум принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации первичных, местных и региональных отделений. Вот президиум может, представляете, как создать, так и ликвидировать, реорганизовать или ликвидировать от местных отделений, от первичных, местных и региональных отделений. Вот президиум, ну, у него полномочия широкие, да. Принимает решение о назначении ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса местных и региональных отделений, ну, если они ликвидируются. Президиум решает вопросы о предоставлении региональным отделениям права на создание избирательных фондов для финансирования избирательных кампаний партии. То есть, оказывается, вот ЦК решает, там, можем мы создать избирательный фонд. Ну, мы и так ведомость открываем часто, да. Теперь президиум предоставляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдвинутых КПРФ зарегистрированных кандидатов в Госдуму, там, и на иные выборные должности, да, а также сведения о зарегистрированных списках, ну и так далее. Ну, это вот документы, когда подаются, конечно, мы представляем, когда подаются кандидаты в Госдуму, кандидаты
в Илтумен или еще куда-то. Там всякие документы, много документов надо представлять. Представляет в уполномоченный орган информацию об общей численности КПРФ и численности членов партии в каждом из ее региональных отделений, о продолжении деятельности партии с указанием местонахождения постоянно действующего руководящего органа. Ну, это почти ежегодно. Ежегодно мы даем информационный отчет, региональное отделение. И ЦК, ну, президиум, он смотрит, вот в Якутии 1200 коммунистов. Да? Не считай слабо. Вот. В других то же самое. И вот, ну, дает такое сведение в эти органы уполномоченные. И о том, что партия наша жила, живет и будет жить. Дальше. Президиум информирует уполномоченный орган, ну, государственный, об изменениях наименования юридического адреса, фамилии, имени, отчества и должности лица, имеющего право действовать без доверенности от его имени, да, в порядке установленном и так далее. Президиум утверждает бухгалтерскую финансовую отчетность, ну, это делаем и мы на региональном уровне, да, назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора КПРФ, регионального местного отделения. Вот к нам приезжают почти ежегодно и проверяют, как наша бухгалтерия работает, аудиторы. Да? Наконец, президиум рассматривает иные вопросы, предусмотренные уставом партии, а также другие вопросы по поручению съезда или ЦК КПРФ. Так, 8.7.1. Так, сейчас, минуточку. Вот видите, центральные органы у нас тут достаточно. Да, вот мы. Ну, хорошо, вот мы сейчас их закончим. На этом остановимся. Так, 8.7.1. Основаниями для отзыва исключения кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности являются. Почему отзывают кандидатов в депутаты? Нарушение кандидатов требований законодательства о выборах. Ну, есть законодательство. Устава КПРФ нарушает. А также невыполнение решений руководящих органов партии и ее структурных подразделений. Вот этот кандидат, он должен все это выполнять. Если он не выполняет, его отозвать могут. Далее. Совершение кандидатом действий, противоречащих программе КПРФ и наносящих ей политический ущерб. Да? Наконец, за что еще отзывают? За согласие кандидата на выдвижение его или на включение его в список другой политической партии. Вот. Не представление кандидатам необходимых документов и сведений для выдвижения, заверения, регистрации кандидата в установленные сроки или предоставления их в ненадлежащем виде. Ну, документов много, и там всякие нарушения могут быть, да? Вот иногда не вовремя, потом, или неправильно оформляют документы. Вот за это тоже. Или да, можем мы снять, да, допустим, риском, а может государственные уполномоченные органы снимут. Дальше. На основании личного письменного заявления кандидата, вот его выдвинули, он потом писал, я заболел, там, и тогда не могу, и тогда. Он пишет письменное заявление, его снимают, ставят другого. Тяжелая болезнь или стойкое расстройство здоровья кандидата. Ну, это, конечно, тоже является. Утрата кандидатом пассивного избирательного права. Так, утрата кандидатом пассивного избирательного права. 8.8. Порядок работы президиума ЦК определяется регламентом, утверждаемым ЦК партии. Ну, президиум работает по регламенту ЦК. Так, 8.9. Работой президиума руководит председатель, у нас Зюганов Геннадий Андреевич, избираемый ЦК на срок его полномочий, на 4 года. Председатель ЦК теперь, смотрите, вот Геннадий Андреевич Зюганов, что может? Даже не устроит. Председательствует на пленумах и на заседаниях президиума, понятно. Организует работу ЦК, его президиума и секретариата. Без доверенности представляет интересы партии в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом. То есть председатель у него полномочия широкие довольно. Да? Созывает и проводит заседания президиума ЦК. Подписывает решение ЦК, его президиума и секретариата, а также другие документы от имени КПРФ. Так. Выдает доверенности на право представлять интересы партии. Руководит работой аппарата ЦК партии. Помните, аппарат, я говорю, довольно мощный там ЦК у нас. Ну, мощный, не мощный, довольно приличный. Да? В пределах своей компетенции издает распоряжения
а также дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками аппарата ЦК партии. То есть вот у нас Виктор Николаевич, да, вот он дает задание аппарату, аппарат должен выполнять. А там Геннадий Андреевич дает задание аппарату, и они должны беспрекословно выполнять. Далее, принимает решение о командировании членов ЦК и ЦК РК и сотрудников его аппарата. Ну, командировки же постоянные, они разъезжают, к нам приезжают и так далее. Вот он принимает решение. Решает иные вопросы по поручению съезда, ЦК или его президиума. Это председатель. 8.10. Для организации текущей работы, а также для проверки исполнения решений центральных органов партии, ЦК КПРФ избирает секретариат. Вот. Для организации работы и для проверки исполнения секретариат, который подотчетен президиуму ЦК КПРФ. Непосредственно руководство деятельностью секретариата осуществляет председатель ЦК Зюганов Геннадий. А во время его отсутствия, по его поручению, один из заместителей председателя. В состав секретариата входят секретари ЦК КПРФ, курирующие отдельные сферы деятельности партии. Марина Петровна, секретари курируют отдельные. Вот почему их несколько там, да, секретарей? Потому что они, деятельность-то разная. Да? Секретариат ЦК что может, да? Что делает? Организует практическую деятельность по выполнению решений съездов ЦК и его президиума. Проводит в жизнь текущую политику партии. Ну, фактически это исполнительные органы такие. Они вот, председатель, Зюганов дает задания, и секретари работают. Да? Информирует президиум ЦК и комитеты региональных отделений по вопросам внутренней и внешней политики партии. Осуществляет контроль за подбором, расстановкой и обучением кадров. Вот секретари занимаются. Кадровая политика. Разрабатывает и утверждает инструкции и положения по различным вопросам внутрипартийной деятельности. Ну, помимо ЦК, помимо устава, у нас секретари могут еще какие-то инструкции, положения подготовить, ну, потому что жизнь разнообразна. Наконец, утверждают текущие планы работы секретариат, да? Заслушивает отчеты комитетов региональных отделений. Вот наш Виктор Николаевич отчитывается перед секретариатом в определенной мере, ну и перед председателем. Секретариат обобщает и распространяет положительный опыт работы, оказывает конкретную помощь местным и региональным отделениям, осуществляет контроль за ходом выполнения решений съездов ЦК КПРФ, президиума ЦК КПРФ, а также собственных решений. Ну, контролирует, да. Вот. И мы говорили, да, он же не только организует, но и контролирующий орган. Контролирует деятельность аппарата ЦК. Вот секретари следят, да, как работает аппарат. Обеспечивает работу по рассмотрению обращений и писем граждан. Это вот они занимаются. Не Геннадий Андреевич же там. Ну, иногда я к нему попадает, но чаще сначала они смотрят, потом. Дальше рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом, а также другие вопросы по поручению съезда ЦК партии или его президиума. 8.11. Так, ребята, еще немножко. Значит, потерпели. Сейчас. 8.11. Порядок работы секретариата определяется регламентом, утверждаемым ЦК КПРФ. Ну, везде порядок, регламент это порядок, да, в каком должны работать. 8.12. Полномочия президиума ЦК, секретариата, председателя ЦК и его заместителей сохраняются до избрания, соответственно, нового состава. То есть на 4 года полномочия их все. Центральными контрольными органами партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ и ее президиум. Вот сейчас ЦК КРК посмотрим, чем они занимаются. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ избираются тоже тайным голосованием, ну, на 4 года, понятно, да? И чем она занимается, контрольно-ревизионная комиссия? Осуществляет контроль за соблюдением членами КПРФ, а также структурными подразделениями положения уставов партии. Ну, своего рода прокуроры, да? Вот. Осуществляет контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности партии, ее региональными и зарегистрированными местными отделениями КПРФ. Вот КРК должен следить за финансовыми вопросами. Осуществляет контроль за выполнением решения съезда КПРФ по всем вопросам, отнесенным к ее компетенции. Угу. Ясно. Рассматривает апелляции, то есть жалобы,
членов КПРФ по вопросам наложения взысканий или жалобы граждан по поводу исключения из партии. Ну, вот, допустим, кого-то, да, наказали, может, неправильно, да? Вот они пишут апелляцию, жалобу в КРК, наша КРК, центральная КРК, да? Те рассматривают и говорят, нет, правильно вас исключили из партии, надо было раньше гнать. Нет, или это, нет, или наоборот говорят, да, что-то погорячились там ваши КРК или Риском. Вы, да, вы заслуживаете там выговора, но из партии пока выгонять не надо. Даем еще какой-то срок. Там видим. Дальше. Осуществляет контроль за соблюдением порядка рассмотрения жалоб, заявлений, писем членов КПРФ и других граждан. То есть вот они тоже, писем-то много приходит туда, в центр. И у нас в Рижком могут приходить. Да? Вот КРК должен смотреть, не залежались ли где-то письма, жалобы и так далее. Дальше. 8.14. Для организации работы ЦК РК избирает из своего состава на срок полномочий на 4 года президиум, председателя, первого заместителя и заместителей председателя ЦК РК, а также членов президиума ЦК РК КПРФ и досрочно прекращает их полномочия. У нас кто возглавляет? Центральная контрольно-ревизионная комиссия. Иванов Николай Николаевич. Вот, теперь, ну его переизбирают, он, по-моему, не первый срок сидит. Ну, такой очень справедливый человек. Ну, принципиальность, с другой стороны, должна быть. КРК – это серьезный орган. Члены ЦК РК могут участвовать с правом совещательного голоса в работе ЦК КПРФ и его органов, а члены ЦК в работе ЦК РК, наоборот, и его органов. При необходимости ЦК и ЦК РК могут проводить совместные заседания. Но у нас так, короче, они могут приходить на наши заседания, бюро, горкома, ну, по идее, обязан даже по уставу председатель. Или там на заседание бюро Рискома тоже должен приходить председатель КРК Рискома. Не Рискома, а вот республиканская. И наоборот, когда проводят они свои заседания, вот секретарь какой-то может прийти к ним и там посидеть, послушать, о чем они там говорят. Вот. Так, 8.15. ЦК РК партии вправе отменять решения центральных КРК региональных, местных и первичных отделений в случае их противоречия программе или уставу партии или решениям ЦК РК. Вот. Ну, иногда вот местные КРК довольно горячие бывают, да, вот они там переходят сверх своих полномочий и сверху их поправляют. Решения ЦК РК, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для всех органов, структурных подразделений и членов КПРФ, в отношении которых приняты соответствующие решения. То есть вот КРК, ЦК РК, это прокуроры, они сказали, все, ты должен выполнять, иначе грозит опасно. То есть их решения очень серьезные. Да? Дальше. ЦК РК КПРФ считается правомочной, если на ее заседании присутствует более половины избранных членов. Решение принимается большинством голосов при наличии кворума. Да? Заседания проходят в форме пленума ЦК РК. Ну, их много там. Вот ЦК РК, их достаточно много, там, может, человек 20 и так далее, вот, и более. Они поэтому пленум проводят. Решение ЦК РК принимается в форме постановлений. Ход заседания оформляется протоколами. Ну, протоколы везде должны быть, по идее. Так, 8.18. Полномочия ЦК РК сохраняются, ну, понятно, на 4 года до избрания нового состава. Порядок деятельности ЦК РК, контрольно-ревизионной комиссии региональных, местных и первичных отделений определяется уставом и положением, утверждаемым на совместном пленуме ЦК и ЦК РК партии. А, и еще вот, да, вот это последний пункт. Я тут просто еще, вот, ребята, добавляю вам. Вот у нас часто пленумы бывают совместные. Помните? Называется там июльский или там майский пленум ЦК КПРФ совместный с КРК. Потому что КРК это как бы отдельный орган. Он не подчиняется ЦК в определенной мере. КРК это коммунисты, это строгие коммунисты. Принципиальную, да, сказали, все. Значит, на этом мы 5-е, значит, собрание школы молодого коммуниста заканчиваем. Спасибо за внимание.